Матрона сказала, что великой Россия станет тогда, когда люди начнут успешную борьбу за свою свободу. Матрона Московская – великая целительница и святая, о житие и чудесах которой до сих пор свидетельствуют люди, которые обращались к ней за помощью. Многим известны слова, которые перед своей смертью произнесла Матрона: «Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, а я буду вас видеть и слышать, и помогать вам». Действительно, чудеса, которые творит Матрона, даже после своей смерти не поддаются счету, а люди не устают благодарить и молиться. Она помогает всем, как и обещала. Итак, для Матроны Россия стала родиной. Она здесь родилась, выросла и умерла. Именно поэтому большинство ее пророчеств касаются России. Матрона умерла 2 мая 1952 года. Незадолго до этого она пророчила время упадка великой державы. Так и случилось. Все мы знаем историю России. Матрона видела кризис экономической и социальной сфер. Особенно пали люди духовно. В 90-е творился настоящий беспредел. Даже животные, имея все необходимое для жизни, со своими собратьями так порой не поступают. Это была жестокость и беспредел, и до сих пор мы наблюдаем так называемый пережиток прошлого. Люди стали злые, недоверчивые и закрытые. Многие опасаются встретить в других качества, им самим присущие. Мы стараемся по максимуму оградиться от лишних контактов, так как видим в них потенциальное зло. Это энергетика бездуховности, о которой говорила Матрона. Но, конечно же, в то время многие интересовались, что нас ожидает в начале 21 века, как будут жить дети, внуки, изменится ли что-то в будущем в лучшую сторону. И, конечно, Матрона рассказала о том, что она видит в будущем, как начнется 21 век и чего ожидать дальше. Для начала следует отметить главное, а именно, это слова Матроны о том, что в перспективе, так или иначе, Россия вернет свое величие и вернет так, что ее не сможет в дальнейшем сокрушить никто. Вопрос лишь в том, что людям придется пережить в процессе этого возвращения, до тех пор, пока страна снова не станет великой державой. Матрона сказала, что великой Россия станет тогда, когда люди начнут успешную борьбу за свою свободу, и когда эта борьба даст плоды. Что за свободу имела в виду провидица? Ведь полная свобода приводит к хаосу и ничего хорошего в себе не несет. Может, это всего лишь борьба за соблюдение прав, своих прав, гарантированных документально. Далее Матрона говорит, что рано или поздно произойдет очистка разума и души русского народа через потери каждого индивида, так как это есть часть сложного пути для того, чтобы в итоге достичь успеха. Разумеется, потерь никому бы не хотелось, но жизнь такова, что они сопровождают путь каждого из нас. Еще важные слова. Бог есть, и я это знаю точно. Обернитесь лицом к Богу, и никакие враги вам не навредят. Святая много говорила о теле как о временной оболочке духа. Соответственно, ее слова следует принимать не только в отношении к телу человека, но скорее к его духу. Ведь действительно, если наши души будут обращены к Создателю, если человек задумается над тем, что он есть на самом деле, и перестанет творить дичь, никакие враги ему не навредят, так как в вечности душа очистится, и зло не сможет больше влиять. Невозможен прогресс и величие там, где царит низость. Надо меняться тем, кто живет в стране, для того, чтобы и сама страна изменилась. А людям сейчас приходится подстраиваться под систему, закрытую и нечестную. Мы теряем много хорошего для того, чтобы обрести какие-то временные бонусы. Пик падения мировой экономики будет в 2020 году, когда негативная энергия накроет мир непроницаемым куполом. Это будет болезнь планеты, которой придется самостоятельно восстанавливать себя. Что же мы видим сейчас? Матронушка опять не ошиблась. Однако с середины 2020 года, а мы сейчас живем именно в это время,
начнется эпоха возрождения России и мира в целом. Эту эпоху будут сопровождать мощнейшие природные катаклизмы, так как трансформация мира затронет все. Это и души людей, это их тела, их разум, это природа. Будут извержения вулканов, смерчи, бури, будут штормы и наводнения. Угроза выйдет из дремучих лесов и болот, так сказала Матрона, и, подобно ядовитому туману, проникнет во все живое на земле. Но ведь спустя время, через боль и скорби, люди придут к очищению, а природа успокоится. Святая Матрона Московская пророчила на наше время изменение привычных для людей вещей, изменение уклада жизни и массовый духовный рост.